Известный таджикский борец Лойк Раджабов вышел в финал ПФЛ 2021. Известный Азмикори Топ Раджабов потерпел поражение в бою смешанного турнира профессиональной лиги ПФЛ Алекс Мартинес, соперник Парагвая-Джеша. Бой Лойка Раджабова в рамках профессионального смешанного единоборства ПФЛ прошел вечером 13 августа в США. Соперничество Раджабова и Мартинеса стало важным матчем вечера. Таджикский спортсмен единогласным решением судей победил своего соперника со счетом 30-27, 30-27, 29-28. Напомним, таджикский спортсмен встречался с парагвайцем Алексом Мартинесом в предыдущем матче, который судил Мартинес. Таджикский спортсмен и его команда выразили недовольство оценкой. У Раджабова по прозвищу Ягуар Лапа на данный момент 15 побед, 3 поражения и 1 ничья. Он выступил седьмым по счету в профессиональной лиге смешанных единоборств, ПФЛ, до сих пор, одержав 3 победы, 3 поражения и 1 ничью. Итак, все готово к началу. Лойк Раджабов против Александра Мартинеса. Первый раунд. Смотрим. Идет сразу же вперед. Лойк Раджабов попытался донести боковой удар, и вот неплохо оказываются бойцы у сетки. Будет ли попытка перевода в партер со стороны Лойка Раджабова, увидим. Пока Мартинес сдерживает очень грамотно. Не дает своему сопернику осуществить тейкдаун Александр Мартинес. Но при этом пока продолжает давить Лойк Раджабов. И вот колено выбирается Мартинес. Бойцы оказываются в центре. Пробивает боковой удар Александр Мартинес. И тут же Раджабов попытался свои боковые донести до цели. Фронт-кик. Тут же боковой от Раджабова. Вновь у сетки оказываются бойцы. И очередная попытка прохода в ноги от представителя Таджикистана. И на этот раз удачно. Оказывается он сверху в позиции гарда. Неплохая комбинация. Показал, в корпус перевел на голову. Раджабов Лойк. Удерживает сейчас он корпус. Не дает Мартинесу подняться. Очень последователен и аккуратен Лойк Раджабов. Продолжается борьба плотная у сетки, не ослабляет захват Лойк Раджабов, но Александр Мартинес сумел выбраться, и бойцы вновь оказались в центре. Пробивает удар Раджабов. Встречает Мартинес неплохо, достаточно. Снова Раджабову удалось своего соперника зажать у сетки. Будет ли попытка перевода? Полторы минуты еще
пошло в дело от Александра Мартинеса. Хороший лоу-кик. И тут же джебом встречает Мартинес, но пропустил он боковой удар. Вернее, даже там оверхед получился от Раджабова. Еще один. И снова настоящий открытый размен сейчас получился за 30 секунд до конца раунда. Клинч и боковой удар. Снова Раджабов идет вперед. И тут же левый боковой он запускает. Очень неплохо Раджабов сейчас действует. Мартинес вроде бы пришел в себя. Попытался Раджабов подхватить ногу. Не получилось. Раунд завершен. Ну что ж, вот так неоднозначно. Раджабов вроде бы и наносил опасные тяжелые удары. Несмотря на то, что Александр Мартинес их пропустил, защищался он вполне себе неплохо, в том числе и от атак Раджабова в партере, и в том числе от тейкдаунов. Но я думаю, что за счет работы первым номером, за счет прессинга, Раджабов первый раунд определенно должен был забрать. Ну, посмотрим. Рефери мы видели, иногда выносит странные решения. Посмотрим, что увидели в этом бою рефери. Боковые арбитры. Итак, второй раунд. Лоик Раджабов против Александра Мартинеса. Возобновляется бой. Вновь идет вперед, как и в первом раунде, начинает агрессивно первым номером работать Раджабов. Снова взял захват Раджабов, но не сумел перевести в партер Мартинеса. Неплохой удар получился у Лоика, но продолжения не было. Снова в центре. Раджабов идет вперед. Пытается огрызаться Мартинес, но работает лишь вторым номером, и то не всегда. Но сейчас пропустил кросс правый от Раджабова Мартинес. И да, все-таки удается Раджабову затянуть в партер Мартинеса. Ну и теперь не дать ему встать. Задача. Есть снова захват со стороны Раджабова. Захват корпуса. Нужно подсекать ноги. Снова плотная борьба у сетки. И пока просвета не видно, скажем так. Есть перевод в партер.
Подхватил инициативу Александр Мартинес, сам сейчас в атаке. Но по-прежнему у нас продолжается борьба за захват и попытки проведения ударов коленями. А тем временем второй раунд в самом разгаре. Подхватил ногу Мартинес, но не перевел в партер Раджабова. Минута 40 секунд остается до конца второго раунда. Хай-кик. И тут же пробивает Лоик Раджабов, причем очень похожий мы уже сегодня видели, который и определил исход встречи. Продолжается борьба на канвасе, минута до конца. Разворачивается Мартинес. Раджабов забирает сейчас спину. Зафиксировался. И есть возможность атаковать. Снимает захват. Мартинес и великолепно сам пошел в атаку. Уверенно Мартинес защищается в борьбе. Очередная попытка перевести от Раджабова. Неудачно. Фронт-кик. Попытался Мартинес прорваться на ближнюю дистанцию, не получилось, там его уже встречал соперник. И, соответственно, концовка не удалась представителю Парагвая, но, тем не менее, поединок в целом складывается весьма неплохо для этого парня. Итак, третий заключительный раунд между Лоиком Раджабовым и Александром Мартинесом. Мы видим, как болеют за Лоика ребята. И нам показывают рейтинг эффективности в втором раунде. Лучше был Лоик Раджабов. Итак, третий раунд начинается. Снова обмены, снова бойцы оказались в клинче в центре. Лоу-кик от Раджабова. Еще один лоу, и тут же попытался Мартинес пробить двойку. Фронт-кик Мартинеса. И очень сильно заряжен Лоик на удар с правой руки. Вновь попытка перейти в борьбу. Вроде бы и переводит, но чего-то не
не хватает Раджабову. И в партере пока что уверенно себя чувствует Мартинес. Продолжается борьба в партере, не отпускает Лоик Раджабов своего соперника, пытается эту позицию улучшить, но и Мартинес, в свою очередь, никуда не дает двинуться Лоику Раджабову. И поэтому мы видим, что поединок примерно вот в таком ключе проходит. Зал скандирует Рори, Рори, болеет за Макдональда, но он из тех бойцов, которые особого внимания не требует к себе. Продолжается борьба. Хорошо сейчас Раджабов стянул соперника в партер. Оформил тейкдаун. Но теперь нужно какое-то продолжение. Да, надо заправлять ноги и пытаться выполнить удушающий, но не получилось у Раджабова. Продолжает он активно работать над тем, чтобы зафиксироваться в партере. Вот еще одна попытка. Сам Мартинес пытается выполнить удушающий прием, но не получилось. Бойцы по-прежнему атакуют друг друга в грэпплинге, состязаются друг с другом. Подходит Мартинес к сетке. Видно, что силы уже Лоика Раджабова стали покидать. Все меньше мы видим позиционной борьбы с его стороны. А вот Мартинес свой темп наращивал. У Мартинеса были неплохие шансы закончить этот бой. Немного их было, но тем не менее они прослеживались. В общем, по ходу этого боя можно сказать, что Раджабов его вел все раунды и был лучше. Да, с минимальным преимуществом, возможно, отдадут Раджабову, хотя, опять же, второй раунд, да, собственно, как и первый, был весьма спорным. Был там эпизод, да, когда, допустим, Раджабов отдавал шею, и Мартинес брал плотный такой захват, гильотину. Но удавалось Раджабову из этой гильотины уйти. Победу In the 2021 PFL World Championship, Лоик Раджабов! Лоик Раджабов побеждает ожидаемо в этом бою. Поздравляем Лоика с этой победой. Браво! Подписывайтесь на наш YouTube канал и ставьте колокольчик и лайки, мы будем рады, что вы подписаны на наш канал.